Кастовые деления ингушского общества. Согласно преданиям, в тот период ингуши условно подразделялись на три сословия. Эзденах – благородные, юкьеранах – люди среднего слоя, и лай – люди-рабы, социально и экономически зависимые от эзденах. В первом слое на самой высшей ступени были выходцы из Кхякхаля, места трех поселений – Эгекала, Хамхи и Таргим, которых часть исследователей причисляли к феодалам несколько ниже. Но такими эзденах считались выходцы из аулов Барким, Йовли, Барах, Пуй, Карт, Хайрах и другие. Все они вместе составляли Галгай-Шахар, Галгаевское общество, занимавшееся решением общенациональных вопросов. Они инициировали освоение Вхуб, Ангушта и примыкающих к нему равнинных территорий, позднее в русских официальных документах, названных Большими и Малыми Ингушами. Издавна в Ангуште существовало два разных кладбища – для эзденах и для лайнах. Именно представители Галгаевского общества выселились из Больших и Малых Ингушей и в 1781 году основали новую часть Ингушетии – Назрановское общество. Они поставили свои подписи от имени Галгаевского общества под договором с Россией в 1810 году. О социальном неравенстве среди ингушей говорили и советские исследователи Николай Яковлев и Скицкий. Предания гласят, что представителям эзденах запрещалось вступать в брачные отношения с представителями других слоев ингушского общества, чтобы потомки от возможных браков не могли перейти из низшего сословия в высшее. Если запрет нарушался, то потомки такого брачного союза не могли претендовать на то, чтобы перейти в эзденах. На этот случай в народном эпосе сохранилась басня «Как-то паслись кони. Подошел к ним мул. Кони возмутились. Мулу не место среди нас коней. Поди прочь». На что мул взмолился: «Не гоните меня, ведь мать моя кобылица является сестрой лошадиного племени». В ответ лошади заявили: «Хотя мать твоя и была из нашего племени, но отец-то твой был самый, что ни на есть настоящий осел. Уходи от нас». Основная идея этой басни приобретает особый смысл, если вспомнить, что люди из низших социальных слоев пренебрежительно именовались вирнах – ослиные люди. Символом неблагополучия у ингушей выступает такое животное, как осел, символом благополучия и благородства конь. Использовать осла даже в качестве вьючного, уж нет речи о верховом, животного не рекомендовалось, поскольку это животное было символом позора. Существовали и внешние отличия в одежде у представителей разных социальных слоев. Так лаям предписывалось носить на поясе кушак, а не ремень, который был символом свободного мужчины. Если вдруг случалось, что за столом были представители высшего сословия, а с ними рядом оказался представитель лаев, даже старшего возраста, то любой по возрасту эзденах имел право тут же предложить ему покинуть застолье, неоднократно повторяя слова «солэйя», «ялэй». В то же время существовал институт принятия в братство тайца вошел, предусмотренный для ингушей, принимавших покровительство более сильного рода. С согласия последнего заключался обряд устбийна вошел, на котором представители сильного рода принимали в дар быка от тех, кому оказывали покровительство. После этого новые братья находились в двойственном положении. С одной стороны, зависели от сильного рода, с другой считались имеющими те же права, что и приютивший их род. Даже внутри самого низшего слоя лаев существовали сложные градации. Так они были купленные, есоры, захваченные в плен, домашние в виде прислуги, пастушеские. Со временем раба могли женить, дать какое-то количество овец, пастбища, за что он должен был платить ялоброк, налог, дань. Иногда такие вольноотпущенники выходили из-под зависимости, что рождало конфликтные ситуации внутри общества. После выхода ингушских сословий на равнину сословное деление стало исчезать и постепенно стерлось. Текст научной работы на тему «Традиционное общественное устройство ингушей. Культурологический анализ». Знак авторского права, 2003 год, М. Зязиков.